Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкили, и новый выпуск Nocta Life. Как обычно, по пятницам в это время мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. На этой неделе на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном премьер-министр Румынии Марчел Чолаку попросил США не забывать о Молдове, которая, с его точки зрения, является самой уязвимой страной в Европе после Украины. По его словам, в Украине идет вооруженный конфликт, а в Республике Молдова идет гибридная война против демократического правительства. В последнее время очень часто говорят о гибридной войне, в том числе и против Молдовы. Многим кажется, что это всего лишь красивое словцо, используемое политиками. На самом деле, гибридная война идет в Молдове давно, и это очень серьезная угроза. По сути, если проанализировать, Молдова одна из первых, если не первая страна среди постсоветских республик, подвергшаяся гибридной войне со стороны России. Сначала были сепаратистские движения на востоке и юге страны, поддерживаемые Москвой в ответ на желание и волю молдавского народа обрести свой суверенитет и независимость, что впоследствии переросло в вооруженный конфликт на Днестре, а после конфликта на Днестре это продолжилось той же самой гибридной войной. Что вообще означает гибридная война и как она проявляется? По сути, гибридная война имеет те же цели, что и вооруженный конфликт. Это покорить себе государство и общество и распоряжаться его экономическими, природными и человеческими ресурсами. С одной стороны, может показаться, что гибридная война не наносит такой сильный вред, как вооруженный конфликт, поскольку вооруженный конфликт приводит к гибели людей и разрушению инфраструктуры. Безусловно, вооруженный конфликт, который влечет человеческие смерти, это большая трагедия. И с этой точки зрения, наверное, кажется неуместным сравнивать гибридную войну и вооруженный конфликт. Но если убрать эмоциональную составляющую, то, по сути, эффекты гибридной войны те же самые, что при вооруженном конфликте или от вооруженного конфликта, только растянутые во времени. Гибридная война делает ее объект неустойчивым к экономическим вызовам. Это не позволяет развивать инфраструктуру, что со временем приводит к ее обветшанию. Гибридная война также провоцирует демографический кризис из-за отсутствия экономических перспектив, что заставляет людей уезжать в поисках работы, а это, в свою очередь, разрушает семьи, опустошает населенные пункты. По сути, тот же самый эффект, который провоцирует вооруженный конфликт, только разрушения от гибридной войны растянуты во времени и не так воздействуют на эмоции, как разрушения от ракетных ударов или бомбардировок. Гагаузские политики очень часто, особенно в последние годы, любят манипулировать фразой «не втягивайте нас в войну», проповедуя статус нейтралитета и выдавая укрепление обороноспособности страны как втягивание нас в войну. Но если присмотреться, то Гагаузия давно участвует в войне против суверенитета и независимости Республики Молдова и активно используется Россией как инструмент в этой гибридной войне. Чтобы не быть голословным, давайте разберем некоторые элементы гибридной войны и сопоставим их с политическими процессами, происходящими в Гагаузии последние несколько лет или, может быть, десятилетия. Мы нашли некоторые определения гибридной войны и чем она характеризуется. Еще в 2015 году Нику Попеску, нынешний министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, в своей статье описал гибридную войну как комплекс враждебных действий, где вместо классического крупномасштабного военного вторжения атакующая сторона стремится подорвать своего противника посредством различных действий, включая подрывные разведывательные операции, диверсии, хакерские атаки и расширение поддержки прокси-групп. Что из вышесказанного мы наблюдаем в Гагаузии? Или, иными словами, как Гагаузия вовлечена в действия, описанные выше? Говоря о прокси, то в Гагаузии вы не найдете политиков, может быть, за редким исключением, которые не поддерживали бы Россию и не продвигали бы российские интересы. Иными словами, не были бы прокси России здесь, на месте. При этом гагаузские политики не ограничиваются только заявлениями или нарративом в поддержку России. Они предпринимают конкретные действия по подрыву и саботажу государственной стратегии и реформ в Республике Молдова, направленных на укрепление суверенитета и независимости нашей страны, а также сближению Молдовы с Европейским Союзом, что, очевидно, не нравится России. Имеется в виду, не нравится сближение с Европейским Союзом и укрепление независимости и суверенитета. За последние 2 десятилетия мы насчитали множество таких примеров.
Начнем с 2008 года. Российской агрессии против Грузии, после чего последовало признание России Абхазии и Южной Осетии. Акт, который нарушал международное право и устав Организации Объединенных Наций. 19 октября 2008 года Народное собрание Грузии приняло обращение к президенту и парламенту Республики Молдова с призывом признать независимость Абхазии и Южной Осетии и заявило о безоговорочной поддержке действий России в отношении этих сепаратистских режимов. В этом вопросе Гагаузия оказалась наряду с такими террористическими организациями, как Хамас и Хезболла, которые тоже признали Абхазию и Южную Осетию. По сути, депутаты Народного собрания призвали власти Молдовы нарушить нормы международного права и солидаризироваться с агрессором. Циничность этого акта состоит еще и в том, что Молдова сама с 1992 года находится в положении Грузии и является жертвой российской агрессии, поскольку часть Молдовы, так же как и часть Грузии, оккупирована российскими войсками. Следующий акт гибридной войны с использованием особого правового статуса состоялся в 2012 году, когда парламент Республики Молдова принял закон об обеспечении равенства как часть обязательств Республики Молдова в рамках договора об ассоциации с Европейским Союзом. Принятие этого закона было важным шагом на пути европейской интеграции Республики Молдова. Российские СМИ развернули тогда антиевропейскую истерию, построенную на гомофобии. К этой же антиевропейской истерии, основанной на гомофобии, подключилось и Народное собрание Грузии, приняв закон под громким названием об обеспечении принципов равноправия, справедливости и объективности, который по сути является ярко выраженным гомофобским законом. Помимо всего прочего, этот закон позволял увольнять людей, открыто заявляющих о своей гомосексуальности, а также запрещал заключение однополых браков, проведению гей-парадов и открытие гей-клубов. Будто однополые пары штурмовали гагаузские ЗАГСы, и гагаузские примарии были завалены заявлениями на проведение гей-парадов и открытие гей-клубов. Сам этот закон не имел никакого смысла за исключением одного – содействовать политике подрыва и препятствования европейской интеграции Республики Молдова. И российские прокси в Гагаузии использовали для этого особый правовой статус – право Народного собрания принимать местные законы. Следующий, наверное, самый яркий за последние десятилетия момент, когда российские прокси в Гагаузии использовали особый правовой статус Гагаузии в гибридной войне против Республики Молдова, был в 2014 году, и когда проводились так называемые гагаузские референдумы. Тогда, как вы помните, были проведены псевдореферендумы о внешнеполитическом курсе Республики Молдова, которые, естественно, были незаконными. Организаторы референдумов заявили, что более 90% вышедших на избирательные участки проголосовали за вступление Молдовы в Таможенный союз и против вступления Республики Молдова в Европейский Союз. Цель этих референдумов была не в консультации с гражданами. Для консультаций не проводят незаконные референдумы. Тем более все знали, каково отношение жителей Гагаузии к процессу европейской интеграции. Эти референдумы были очередным актом гибридной войны против Молдовы, и их цель была в том, чтобы создать ощущение, что европейская интеграция Республики Молдова угрожает ее территориальной целостности. Или иными словами, что Молдова рискует интегрироваться в Европейский Союз без Гагаузии. Это была самая настоящая политическая диверсия, направленная против интересов Республики Молдова. Ну, и не стоит забывать события последнего полугодия или последних 6 месяцев. Это укрепление Шора в Гагаузии руками гагаузских политиков и с использованием особого правового статуса. В то время как Шор приговорен молдавским судом к 15 годам лишения свободы за кражу миллиарда, а США и Европейский Союз включили его в санкционные списки, в том числе и в список Магнитского, российские прокси в Гагаузии делают все возможное, чтобы обеспечить Шору легитимность в Республике Молдова. Политическая деятельность Шора в Республике Молдова направлена против интересов страны и на подрыв демократии в Республике Молдова, а Гагаузия делает все, чтобы саботировать усилия по нейтрализации Шора, опять же в интересах России. Следующий элемент статьи Нику Попеску, характеризующий гибридную войну, звучит следующим образом. Атакующая сторона также может распространять дезинформацию в целевых и третьих странах, оказывать экономическое давление и ставить под угрозу поставки энергоносителей.
Что касается экономического давления. Начиная с 2006 года, а может быть даже раньше, российская сторона несколько раз вводила эмбарго на разные виды молдавской сельскохозяйственной продукции и винодельческой продукции под разными вымышленными предлогами. И все это вводилось в ответ на действия молдавского руководства, которые не нравились России, но которые при этом соответствовали национальным интересам Республики Молдова. Например, отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году и подписание договора об ассоциации с Европейским Союзом в 2014 году. Гагаузия очень активно использовалась Россией как инструмент в экономической войне против Республики Молдова. Например, Россия открывала для Гагаузии так называемое окошко для экспорта. Цель этого окошка состояла в том, чтобы донести до всех мысль о том, что преданность и любовь к России открывает доступ к российскому рынку. Мы помним, как Россия составляла список компаний, имеющих право экспортировать свою продукцию в РФ. Многие, если не все компании, в этом списке имели юридические адреса в Гагаузии. В конечном итоге, как и все в русском мире, это было сделано через одно место и не обеспечило никакого экономического роста Гагаузии. Сегодня товары, производимые в Гагаузии, экспортируются в основном в Европейский Союз, Румынию и Турцию. Российская эмбарго заставила молдавские компании повышать качество своей продукции и искать новые рынки сбыта, в основном в Европейском Союзе. Это возымело положительный результат. Сегодня Европейский Союз является рынком номер один для молдавской продукции. Помимо этого, потребители в Молдове наконец получили доступ к качественному вину, производимому в Молдове. Гагаузия, которая активно вовлеклась в экономическую войну против Республики Молдова, от этого только проиграла. Если говорить о вине, то количество предприятий в Гагаузии, производящих винодельческую продукцию, которую можно назвать приемлемой или хорошей, очень маленькое в сравнении с потенциалом, который есть в автономии в области винодельческой продукции или производства вина. В Гагаузии мог быть как минимум десяток хороших виноделин, производящих качественное вино, если бы они не зациклились на российском рынке, а занимались бы повышением качества своей продукции, как это делали молдавские предприятия в других районах страны. Теперь, что касается угроз поставок энергоносителей как элемента гибридной войны. Россия активно использует энергетический шантаж против Республики Молдова с 90-х годов. Гагаузия в этом энергетическом шантаже используется не менее 10 лет, начиная с 2014 года. Если не раньше, гагаузские политики ездят в Москву и возвращаются из Москвы с обещаниями дешевого газа для гагаузов. Сначала Формузал, потом Ирина Влах, потом Петров и, наконец, Шор. Конечно, гагаузы дешевый газ не получили и вряд ли получат, но цель ведь не в том, чтобы обеспечить гагаузов дешевым газом. Цель, опять же, использовать Гагаузию в гибридной войне против Республики Молдова и создать впечатление, что безоговорочная преданность России обеспечивает дешевый газ. Гагаузские политики продвигали иллюзию, что Молдова не должна заниматься своей энергетической безопасностью, а безопасность Молдовы может обеспечить только Россия. И поиск альтернативных источников голубого топлива – это пустая трата времени, потому что Россия чуть ли не единственный поставщик природного газа в Европу. Так они думали, и в этом они нас пытались убедить. Еще одним элементом гибридной войны являются информационно-психологические операции, или ИПСО. В этом случае имеется в виду обращение к мышлению, ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека. В последний месяц мы наблюдаем самую настоящую ИПСО, в которой используется Гагаузия. Цель этой ИПСО – создать социальное напряжение и подорвать усилия правительства Республики Молдова по обеспечению населения доступом к природному газу в зимний период с учетом компенсаций и материальной помощи. То, что делает Шор с использованием Гагаузии, это попытка создать иллюзию того, что усилия правительства страны вредны и, более того, в них есть скрытый интерес, противоречащий интересам общества. А то, что предлагает Шор, это соответствует якобы интересам жителей Молдовы. Многочисленные расследования СМИ, заявления экспертов в газовом рынке, высокопоставленных чиновников свидетельствуют о том, что на международном рынке нет таких цен, позволяющих обеспечить конечным потребителям в Молдове природный газ по 10 лей, как это обещает Шор. Более того, журналистские расследования показывают, что у Шора и его газовых партнеров и компаний, которые
которых он привлек в эту газовую аферу, нет способности и потенциала поставлять в Молдову такие большие объемы газа. Но Россия и ШОР через свои формальные и неформальные институты коммуникации буквально продавливают мысль о том, что ШОР сможет это сделать, и правительство этому препятствует. В этой ИПСО Гагаузия играет главную роль. Из Гагаузии постоянно звучат заявления о том, что подписан контракт с какими-то компаниями, что якобы начали поступать заявления о смене поставщика. Звучат призывы к гражданам Республики Молдова и жителям Гагаузии и Тараклийского района расторгать контракты с Молдова Газ и заключать контракты на поставку газа с фирмой из группы компаний Шора, которая ни дня, к слову сказать, не занималась поставкой газа. Этот бесконечный поток заявлений продолжается, несмотря на то, что каждый раз их подлавливают на лжи. И имеется в виду авторов этих заявлений. Цель этой ИПСО, с одной стороны, воздействовать на базовые инстинкты людей и желание получить что-то подешевле или даром, и, с другой стороны, цель этой ИПСО расшатать рынок газа и создать социальное напряжение, запустив процесс расторжения контрактов с Молдова Газ. Если люди, поверившие ШОРу, начнут расторгать контракты с Молдова Газ, они создадут себе проблемы, которые дальше придется решать государству. Расторгнув контракт с Молдова Газ и заключив контракт с компанией прокладкой ШОРа, эти люди могут остаться без газа в зимний период, потому что ШОР не сможет их обеспечить газом за 10 лей и даже за 50 лей, потому что у него нет этого газа. Но в этом случае ШОР не возьмет на себя ответственность, а будет валить все на правительство и не скажет своим сторонникам, что он априори не мог обеспечить жителей Молдовы дешевым газом, и его цель на самом деле была не в этом, а в том, чтобы создать социальное напряжение. Еще одним элементом гибридной войны это является подрыв легитимности государства, то есть подрыв доверия общества к государству и к действиям государства. Здесь можно отметить несколько моментов. 16 мая 2023 года Центр по борьбе с коррупцией проводил следственные действия в Центральной избирательной комиссии Гагаузии в рамках расследования по делу о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей в рамках этой избирательной кампании. Депутаты Народного собрания во главе с руководством Народного собрания тогда организовали акцию протеста и фактически препятствовали ведению следственных действий, защищая ШОРа в Гагаузии. В тот же вечер депутаты организовали специальную сессию Народного собрания, где раскритиковали действия правоохранительных органов и чуть ли не признали Евгению Гуцул башканом без решения суда. Своими действиями Народное собрание, по сути, отказала Молдове в суверенном праве обеспечивать защиту правопорядка на территории Гагаузии. Иными словами, делегитимизировала действия государственных органов на территории Гагаузии. И все это несмотря на то, что все прекрасно знали, что Евгения Гуцул была избрана благодаря массовым нарушениям и массовому подкупу избирателей. Многие депутаты, которые препятствовали следственным действиям сотрудников Центра по борьбе с коррупцией, знали это, а некоторые даже участвовали в этих нарушениях и подкупе. Тут же стоит вспомнить саботаж гагаузских властей и решение парламента о запрете георгиевской ленточки как символа агрессии России против Украины. В Гагаузии тогда заявили, что не будут соблюдать решения парламента и призвали людей носить георгиевскую ленточку, несмотря на угрозы штрафа. Призывы звучали из Народного собрания. Это самый настоящий саботаж, имеющий цель делегитимизировать власть в Молдове и политику страны по солидаризации Молдовы с Украиной как жертвой российской агрессии. Это не единственный случай. Можно перечислить десятки случаев саботажа действий властей Республики Молдова с использованием особого правового статуса Гагаузии-Гагаузии. Иными словами, особый правовой статус Гагаузии-Гагаузии является одним из главных инструментов в гибридной войне России против Республики Молдова. Если большинство населения Гагаузии, возможно, не подозревает, что Гагаузию используют в гибридной войне и бескорыстно любят Россию, то гагаузские политики прекрасно отдают себе в этом отчет и позволяют использовать в этой гибридной войне не только особый правовой статус Гагаузии, но и самих себя. И отнюдь не из бескорыстной любви к России, а за конкретные бенефиты. Все эти разговоры и заявления гагаузских политиков о том, что нынешние власти Молдовы пытаются втянуть нас в войну, это не что иное, как попытка скрыть факт того, что
Эти политики уже давно участвуют и используют Гагаузию и ее особый правовой статус в гибридной войне против Республики Молдова. Поэтому пусть их не удивляет, когда в Кишиневе возникают, редко, но иногда возникают разговоры о необходимости нейтрализовать особый статус Гагаузии. Любое государство, стремящееся себя защитить, прежде всего нейтрализует угрозу. И если особый правовой статус Гагаузии представляет угрозу для независимости, суверенитета и территориальной целостности Молдовы, нет ничего удивительного в том, что его пытаются нейтрализовать. Я не призываю к этому, я обращаю на это внимание. Ну и, наверное, самый главный вывод этого выпуска состоит в том, что если мы в Гагаузии хотим, чтобы в Республике Молдова ни у кого не возникало мысли о нейтрализации особого правового статуса Гагаузии, тогда Гагаузия должна сделать все, чтобы ее особый правовой статус не использовался в гибридной войне против Республики Молдова. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, ставить лайки. Поддержите нас, если у вас есть такая возможность. Это поможет нам продолжить разоблачение элементов гибридной войны против Республики Молдова. Всего хорошего. Увидимся в новом выпуске Nocta Life. До свидания.